Еще раз привет всем. Так, одно упустил по поводу значений линий на батие. Оно находится не только на батие и на изделии батас, которой длина 70 примерно лезвие, треугольная практически. Она больше не простой инструмент для хозяйства, а для режущих и колющих инструментов. Входит. В старину дрались медведем, взяли с собой батас. Батас — это очень острый и тонкий инструмент, чтобы колоть лед. В основном и защита от хищников. Прямо сходу заходили на медведя. Рукоять у нее длинная, ростом хозяина, человека. Ну, как известно, якуты не двухметровые, не 2,5, нормальные среднего роста люди, охотники. До сих пор заявки на изготовление батаса имеются, да. И так, наверняка после выставки клинка приступлю. Мне самому очень интересно. Однажды пытался, но, как говорится, уровня тогда не было. Как говорится, был еще молодой. Так, насчет еще раз остановлюсь линий. Это не линия, а, скорее всего, новый виток, новый махлы тахикерчик называется. Завалил одного, рукояти пометки делаешь, типа такое еще есть одна версия. Ну, в основном, как ответил в первом варианте, такой ответ есть. В основном надо держаться эту версию. Ну, версия не версия. Так, еще один есть нюансик по уровню кузнеца. По уровню. Так, это уровень у нас у кузнецов то же самое, как у военных, как у старшин. У всех есть уровень мастерства. Если ты начинающий, молодой, а если ты уже средний, уже куешь, уже сам делаешь, все испытал, все пробуешь, молодец. А если ты уже работаешь этим делом более 20 лет, и у тебя очень много учеников, то ты уже идешь вершинам. И еще есть поверье, не только поверье, есть, ну, мы сами знаем, кузнецы. Это информация для тех, кто не знает. Кузнецы не попадают в рай. Первое. И второе. В ад тоже не попадает. У них, то есть у нас есть свой мир. Иной. Ну, ребята, если есть вопросы, давайте задавайте. Сейчас эфир закончится, начнется наши соревнования. По местному телевидению покажут Дарханус. Вот этого я жду и жду. Так, отвлекся немножко к теме уровней. Уровни достигает, никто тебя не заставляет из живых двухногих людей. И просто мастера становятся дарханами. Дарханус. То есть самый высший разряд. Их в республике немало. В старину и сейчас дают сухапче, называется. То есть металл для ковки
гвоздей. Для начинающих, для уровня 5, 7 и самому высшему 9. 9 разного диаметра круги, и там забивается раскаленная сталь, и получается таким образом гвоздь. И этот предмет до сих пор реально работает. Оно работает в том плане, как известно, кто не оповещен, у кузнецов и у шаманов есть вороны. У каждого. У некоторых 3, у некоторых 2, у некоторых 1, у некоторых вообще нет. То есть и такой же в этом серединном мире все присутствуют. За дверью другой, внутри кузни другой. Стоят, смотрят. Ночью, когда спишь, ругают. Не только ругают, но и хвалят. То все. То есть иные препятствия всегда встречаешь. Когда ты всем владеешь, когда все это ты знаешь, как своих 5 пальцев, тогда идешь уже на другой уровень. Таким образом, и у тебя на сухопче появляются свои дырки. Этот путь не близкий. Кузнец по-якутски называется ус. И говорят, вот ус идет. Ус идет. А это означает, они на кузнеца смотрят не опаской. Наоборот, этот кузнец, если идет или если есть деревня кузнец, то эта деревня здоровая, то это население здоровое. Других темных сил в этом ночлеге и темной атмосферы не обладает. То есть кузнецы это контролируют в буквальном смысле. И не только там буквально там дерутся, там то все. Нет, просто духовно, просто темные силы боятся. Одним словом. И как говорит наш правитель, наш для нас кузнецов живой бог Борис Федорович Неустроев Мандарус, ақылы мақалы таққа у кузнеца, ворон кузнеца сидит в сухом дереве на самый высший сучок, на самый высший. На втором сидят вороны шаманов, на третьем сидят вороны как их переводить? Тоюхсутов, лонхосутов, фольклористов, то есть людей талантливых, и в этом же сидят вороны местных травников, лекарей. Вот. Так что, если вдруг видите на охоте, ну вот в лесу где-нибудь сидят, там вороны сидит, обратите внимание, на верхнем сидит или на среднем. Вот его и ворон гуляет, смотрит. И не только ворон, это глаза и уши не только шамана, но и кузнеца. Так, чуток отвлекся, но раз на то пошло, плохая связь. Раз на то пошло, ничего. Через этот сухапчи кузнец проверяет, работает ли моя сила на шаманов. Походу все. Еще и заканчиваю. Или рано, но еще есть минутка, наверное. Ну вот, проверяет, как. Смотрит через эти дырочки родственника шамана или где помощника шамана, смотрит на него через эти дырки, а вдруг он превращается
себя плохо чувствует. На вторую дырочку перешел. На колени пал. На третью перешел. Уже по диаметру увеличивается дырки. Смотрит, пьет, вообще не может, там пьяным, как будто пьяным, балдеет там, то все, и кузнец заканчивает испытание. Вошел себе кузник, кует там, тихоря. На следующий день на этом месте стоит бычок. Или молоко, или мясо. Но это не реально было. До революции реально так и делали ребята. Таким образом они проверяли как бы свои способности. А если на высшие дырку смотреть и закрывает ладонью, тот шаман умирает. Мама, баши. Секунду. Мами. Ну вот, отвлекся немножко. Но это не только поверье, и какой любой был мир был, любой был век и поступил, наступил, то есть все равно она работает, все равно она и действует. Это, увы и ах, от нас не зависит. Так, еще одно, раз на то пошло, расскажу. Жена попа, поп. Вот, жена попа, и он сам в раю не встречается. Не встречается. То же самое и Кузнецов. От этого я, честно говоря, боюсь. Я не хочу такого. Но так говорят. Это есть давний спор. Ладно, ребята, эфир заканчиваю. Потом